Сандра называется звук, не Сандра. Это вельми могутные инструменты. Хочу сказать, что у минулым годзе намаганнями даследчикаў і тых, хто рабіў дуды у нас, маіх вучняў, бо я пачынаў гэта даўным-даўно, і маімі таксама стараннямі наша міністэрства зацікавілася дудамі, Міністэрства культуры, і вось минулым годам дуда была прынята у нас пад ахову дзяржавы як інструмент нематэрыяльнай культуры беларусаў. І менавіта была взята за ўзор вот такая дуда. Вось, і цікавыя планы збудавалі, невядома, як яны будуць рэалізоўвацца, але то, каб праводзіць лекцыі, фэсты, каб вучыць майстроў рабіць дуды. Вось, і матэрыялы мы падалі на ЮНЕСКО, і вось праз год, наверное, это будзе разглядацца. Вось, але это прыемна, што факт народнай культуры ператвараецца і робіцца маркерам нацыянальнай палітыкі. Это вельмі важна. Да? Гэта паказвае твар нацыі, твар нашай культурнай традыцыі і то, што гэта не польская, не нямецкая дуда, не шатландская валынка, да, і не што-небудзь яшчэ. Хаця пра гісторыю дуды мы можам асобна трошку паразмаўляць, бо сам па сабе інструмент вельмі старажытны, ён звязан непасрэдна з, як ідзела, са старажытнай Грэцыі, з культурай Діоніса і культам Діоніса, бога вінадзелля, ураджая, кахання, дабрабыту. І дуды ж ёсць не толькі ў беларусаў, да? У немцаў это дудальзак, у літоўцаў лабанора дуда, у палякаў козел, бялы, чарны, у гішпанцаў гайда, у шотландцаў бэкпайп, да? Это інструмент, які вядомы ўсёй Европе. Вось. І даследчыкі, якія занималіся этой тэмай духовых інструментаў на тэрыторыі Европы, это профессура, такая как Курт Сакс, да, немец, который такий породистый профессор. Яны пришли до вывода, что корни дуды связаны с мифологией культом Диониса, с мифологией старожитной Греции. И первый инструмент, который был как бы поводом для створения инструмента такого, как дуда, это был греческий атлас. Ось, это атлас из Сардинии, мне зробив его вельми хороший человек, Луиджи Лай. Он обласист, один из лепших. Ему уже, он старый человек, ему 90 молодой, он еще концерты дает. А история была такая. Дионис сидел на березе ручья и играл на своем атласе, потому что Дионис был опекуном усіх духовых инструментов, а бог Аполлон, и он опековался струнными инструментами. Вось. И музыка звучала приблизно так. И помощь проходила богиня Афина со своими сяброўками. И Афина почула, как пригожа играет Дионис, и каже: слухай, дай мне поиграть. Мне так подобается это гук, такой инструмент хороший. Ну, Дионис говорит: на, поиграем. И Афина начала играть, а сяброўки начали здесь смеяться. Что вы смеетесь? Посмотри, какая ты непригожая, у тебя щеки надуты, очи вытаращенные. Там, ну, это не твой инструмент. Ну, и Афина поглядела на себе у иллюстрования ручья, вельми печальница, сломала этот атлас и прокляла, и выбросила его. Ну, и Дионис вельми опечалился с того поводу. Ну, и как бы история могла бы быть забытой, коли бы по этой стежке про некий час не проходил Цацир Марсий. Цацир Марсий забачил поломанный атлас, поднял его, стал разглядать, поднес до уст, и он начал сам играть. Я подумал: о, сам играет атлас, так пригоже. Я возьму этот атлас и поеду на споборництво атласистов
где арбитром будет сам Мидас с Аполлоном. И так сталося. І коли прийшла колейка до ігри Марсія на Абласі, він почав грати, і вельми добре. І Аполлон почав грати на своїй арфі, якби відказуючи йому, що я граю ліпше. Але Марсій і не мог переграти Марсія. І тоді Аполлон питається у Мидаса, который был главным арбитром, кто лепее играет. И Мидас говорит, ну, я думаю, что Марсий. И Аполлон был в гневе, потому что Аполлон был богом. Вот. И сказал, ты ничего не слышишь. И сделал так, что тут же у Мидаса выросли ослиные уши, чтобы он уши слышал. Вы знаете этот миф, наверное. Вот, ослоухий Мидас. К этому вернемся. Но когда Аполлон присмотрелся к Аблусу Марсию, он заметил, что он зачарованный, что он даже не берет его в рот. Вот. И гнев Аполлона обрушился на Марсия страшно. Он приказал его заковать в кайданы, подвесить к дубу и снять с него шкуру. Вот. Греческая мифология такая, да. И вот это цікавий момент. Это приблизно 8 століття до нашей эры. Вот эта смена мифа, зв'язаного з Абласом і створенням нового інструмента, який отримав резервуар для повітря. Для того, щоб не накликати гнев Аполлона і Афіни, вот, перший Аблас был сделан со шкуры Марсия из трубок. Вот вам покажу пример. Вот это все Средиземноморье, это где уже 5-6 століття до нашей эры появились эти дуды. Тут шел мех. Да, мы видим, что это вот Аблас, да, то же самое. Вот. И тут была соска, не было бурдона. И для того, чтобы не накликались вот этот гнев тем, что ты играешь на Абласе и берешь его в рот, вот появился резервуар и поветренный. И потом вот эта шкура Марсия, она дивным способом получилась с понятием эгиды, со шкурой козы, ахвярной козы, которую приносили у ахвяру на коляды, да, и з її шкури робилася дуда. І це цікаво тим, що майже вся Центральна і Сходня Європа це ведає. Ось, культ кози у нас вельми популярний на наших землях. Сьогоднішніх білорусів ми ведаємо, що з козою колядують, да, де коза рогом, там жито кустом, де коза хвостом, там, ногой, там жито копой, вот, го-го-го коза. Да, і шмат песняў, где коза сидит, у чистом поле сидит, стоит верба, на той вербе сидит коза, да и пришел шеренький волчок, злась коза, я тебе съем, и козе звонку голос каже, не бойся, коза шерого волчка, а бойся деда сивой бородой, и он тебе забье, здымет шкуру, зробит дуду, и грай моя дуда, конечно. Вот. Это так само момент реинкарнации ахвярной живелы в инструмент. Потому что дуда – это коза практично, да, реинкарнированная. Так само, как у поляков это осталося козел. Да, козел белый, постный, и весельный, и чарный постный козел. Вот. Это вельми цікаво. Ну, и можно задаться думкой, что як же так, коли где там Греция, где там Беларусь, что тут вельми далеко это все, да? А оказывается, что для певних епох і часов это недалеко. И розповсюду дуди і традиції дудової, як не дивно, приложилися кельти. Кельти, про яких ми мало що ведаємо, але це вельми був цікавий народ. Їх там було коли 26 племен. Вони мали столицю у Милане, были эллинизированы. У 4 столетия до нашей эры, это часы Пифагора, да, приняли частку мифологии греков и жили себе спокойно, гандлявали с Римом. Яны имели рудники в Альпах, металл, ртуть, золото, там добывали, все, и нормально жили. Но у 72 году до нашей эры Гай Юлий Цезарь чомусь розпочав війну з кельтами.
непонятные причины, хотел, может быть, умацавацца при владе. И это такая фатальная была ситуация для кельтов. Они не устремались в этой войне, стали отступать и расселяться, как бы оставаться просто живыми. Бо римляне вельми жесткие войны. Они забивали котов, собак, всех подряд. Детей, стариков, там не было литости. И часть кельтов подвинулась на запад до Португалии. Португалос, по-римски кельт это гал. Частка пошла на поудень, на сегодняшнюю Анталию, Турция теперь, а тогда была Греция. И там ассимилировались с курдами, с разными племенами и пропали. Частка пошла на полночь, през Ландинию, и заселили Шотландию и Ирландию. Это кельтские территории, и теперь там еще можно почуть кельтскую мову. В Ирландии там еще 5% размовляют по-кельтску. Вельми подобное и на белорусскую нашу ситуацию. И никто не каже про кельтов, которые пошли на паўночны ўсход. Потому что эта тема, она вядома только у навуковых кругах. И она не попала в контекст идеологии Российской империи, например, да, где, например, панславянство, где славяне и болгары, и сербы, и там кто хочешь, у них все славяне, и панправославие, да. И вот славяне откуда-то пришли. И потеснили балтов, ну там разных много сказок есть. А кельтский контекст непонятен, потому что это всемирная цивилизация. То, что принесла на эти земли, не только на земле, где мы живем, зараз называется Беларусь. Это отбылось где 120-200 год нашей эры. И, здається, вельми далекие часы. Мы не можем уявить, что себе тут было. Тут были болота, лясы, да, все заросшее было. Были совсем меньше краевиды, только что стались посредниковые эти рельефы, они были уже. И вот кельты дошли до Ладоги практично. После уграфинских топонимов и гидронів, потому что первые были уграфины, да, которые пришли и дали назвы рекам, некоторым озерам. Это самое старожитное. И на мяжи стагодзів. А кельты дали свое, то, что у нас называется на др и дз. Это все протоиндоевропейское кельтское. Дрисвяты, Друя, Дриса, Друйск город, да. Вот это вельми цікаво. И это это не некие там фантазии, это науково уже доследовано профессурой и не только белорусской, и российской, и польской, и немецкой. Вот это вельми цікавая речь, просто это свет науки, которые не стыкуются с, допустим, с политикой, да, и манипуляциями масс, которые можно рассказывать. У нас остался культ свиньи, да, дика. Мы знаем, что на коляды колят свиней, там колбасы робят, там все. И как раз на кельты приносили ахвяру кабана першого студеня на Святого Василя виходить зараз. Бо свиня и свинское вока была символом солнца, солнцеворота. И блюда кельтские, які у нас остались на міорах, на поставщине, в глубоком головщизна. Это запеченная голова свиньи у тесте, у печи. И вся семья садилась на Святого Василя и ее ела. Это вельми смачно, до речи. Пиво принесли сюда кельты. Это у них сакральный был напиток. Римляне смеялись из них, сказали, что вот, такие дикие люди, они не знают, что такое вино, они пьют, варят ячмень, пьют эту пенную жижу, это ужасно. И в наших песнях багато вельми узгадок старожитных песнях купальских, обрадовых и колядных, где там на горы стоят 3 чаны, а в этих чанах варится пиво, и этим пивом будем поить малойцев. Там, ну, короче, такие речи. Свинка, золотая повсюдка, сказки, байки. А брат Цярешки.